Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия снова продемонстрировала высокий уровень проектных решений. В этот понедельник сразу 6 проектов республики победили в 5-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока. Ну а с 2018 года наша республика уже одержала 33 победы и привлекла свыше 2 миллиардов рублей федеральных средств на благоустройство городов и сел. За этим стоит большая совместная работа. Об этом сегодня и поговорим с нашей гостьей, главным архитектором Якутии, руководителем управления архитектуры и градостроительства при главе республики Любовью Попок. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Про 6 проектов, которые победили из 17 заявок. Да, 17 заявок. Это же больше трети от общего числа. Да. Что же там за победители у нас? Ну, в первую очередь, конечно же, это село Найба, набережная Наман. Как раз это реализация мастер-плана, утвержденного президентом Тикси Найба. Это, конечно же, село Бердигистях, Кысылсыр, Жиганск у нас, Сунтары и Сангары. Угу. А как вообще получается собрать столько уникальных, столько сильных заявок? В чем такой вот секрет наших якутских команд? Ну, это в первую очередь командная работа. Конечно же, это не только работа управления архитектуры. Мы сами не создаем эти идеи. Это работа с жителями. Архитектурные бюро работают с жителями совместно с нами, вовлекаются, создают определенно, изучают территорию, создают идею, которая воплощается уже вот в такие интересные проекты. Тем более они у нас реализованы уже по всей республике. И очень важно еще отметить, что благодаря нашим архитекторам реализуются проекты не только в Якутии уже, это уже проекты за пределами нашего региона. Это показывает то, что команды очень сильные, и архитекторы у нас очень сильные. Поэтому мы гордимся и архитектурными бюро, и, конечно же, очень важный момент — это вовлечение жителей в целом в проектную и уже в реализацию проектов. Угу. Ну вот про победителей. Есть же в числе их и новички. Вы отметили Сангар и Кысылсыр. Да. Что им помогло сразу, так скажем, выстрелить? Ну, здесь, наверное, если наблюдать, как проходила в целом вот подготовка заявки, это, конечно же, очень сильная вовлеченность жителей. Я вот здесь хочу обратить внимание, потому что зачастую, когда заявка идет, например, от самой администрации, мы понимаем заинтересованность администрации благоустраивать свои территории, но здесь очень важно именно, чтобы жители вовлекались. И поэтому вот за счет жителей, конечно, архитектурным бюро удалось изучить, исследовать территорию, понять, что хотят жители, и, соответственно, воплотить ее в определенную какую-то идею создать. Но если, например, отдельно по Кысылсыру, я вот хотела бы сказать, да, что здесь, помимо того, что работают жители, администрация, архитектурное бюро совместно с нами, здесь еще вовлекалась еще и компания ЕТЭК. Это внебюджетные источники, которые помогали нам как раз вот по заявке. И здесь очень важно, что компания ЕТЭК создала нас в рамках своей организации отдельный, прям, ну, наверное, назову институт развития территорий, который вовлекается и участвует как раз в таких заявках. Мы уже не первый год с ними работаем, и это очень тоже важно. Это вот такая изюминка у Кысылсыра. Угу. Вот, а по поводу жителей, как-то нам надо нашим зрителям донести, чтобы они поняли, за ними ведь тоже очень многое стоит для того, чтобы в их населенных пунктах появлялись какие-то благоустроенные территории. Да, конечно, несомненно. В любом случае, любая идея, она должна исходить как бы инициатива. Да? И поэтому здесь я еще раз обращаю внимание, что любой житель может проявить инициативу, собрать какое-то определенное сообщество или обратиться в администрацию и помочь администрации совместно с архитектурным бюро составить такую заявку. Давайте тогда так, сколько времени обычно уходит от подачи заявки до реализации идеи? Ну, вообще, на самом деле, бывают разные ситуации. Бываем очень быстро готовим заявку, и даже выстреливает эта заявка, не знаю, каким-то чудесным образом. Но, честно говоря, необходимо подходить заранее, не меньше полугода, потому что, во-первых, это изучение территории, это глубинные исследования, работа с жителями. И не забываем о том, что тут очень важный такой момент. Первое, это, конечно же, жителей много, идей много, это нужно еще как-то синхронизировать и учесть все мнения.
Второй очень важный момент — это вообще сама подготовка заявки, потому что очень важно это все теперь аккумулировать и сформировать в ту заявку, которая действительно может показать какой-то результат. Ну и третий, конечно, это момент ожидания, потому что когда мы ожидаем, вы, наверное, видели и в соцсетях, конечно, очень важна эта эмоция, потому что любая победа, она для нас очень важна. А если говорить, например, по отдельным заявкам, то здесь я вот хотела бы сказать, очень интересная заявка у нас в этом году была, это в селе Бердигистях, сквер славы, вот я даже хочу отметить. Там инициатива жителей была от ребят молодых, которые вернулись с военной операции, и очень важно было видеть, что ребята хотят не просто какую-то площадь, да, где можно какие-то официальные мероприятия проводить, а именно где можно пообщаться в неформальной обстановке, где можно действительно как-то реализовать себя, возможно. И еще отличие этого сквера — это, конечно же, очень важный момент в части занятия спортом. То есть они могут реабилитироваться, могут психологически там успокаиваться. И здесь такой очень важный момент, что такая территория появится в Республике Саха-Якутия. Ну да, это действительно так. Если мы делим все это дело на этапы, что сложнее? Придумать идею, собрать вот какое-то мнение, или, может быть, Наверное, первый самое этап. трудное ждать? Да, наверное, первый этап, да, и последний, потому что первый этап — это, еще раз говорю, это работа с жителями. Всегда это непросто, потому что жители пытаются максимально все включить в общественное пространство, и зачастую очень сложно там уже какую-то идею сформировать, да, и поэтому здесь вот самая задача важная архитектурного бюро, которое как раз занимается подготовкой заявки, это, конечно, все это совместить и так, чтобы жители были довольны. Ну и, конечно, последний этап — это ожидание, потому что, когда мы заявки уже направляем, проходит немало времени для того, чтобы уже получить тот результат, который ожидаем мы. Но у нас и проекты реализуются как-то по-особенному, да? Вот, может быть, есть какие-то свои, скажем так, фишки северные, там, особые стройматериалы или что-то вроде этого? Ну, в целом вообще реализация общественных пространств, она особенная, особенно в нашем регионе, потому что это отмечаем не только мы, это и отмечают эксперты. Мы очень часто на площадках встречаемся и в Москве, и в других регионах. И, конечно, все прекрасно понимают, что любое благоустройство, которое реализовано, не знаю, где-нибудь в Подмосковье, да, либо в Москве, и в Якутии, это совершенно разные вещи, потому что сложность климата, сложность вообще условий. Но в целом, знаете, наверное, если говорить о фишках, мы про идентичность всегда у нас особые интересные проекты. А наши архитектурные бюро как раз и отличаются от многих архитектурных бюро. Они очень глубинно изучают территорию и хотят вот что-то такое сакральное, наверное, достать и отразить в общественных пространствах. Ну а если прям конкретно на примере, то очень интересный пример. Это, например, вот из наших победителей сейчас это село Найба, потому что мы реализуем первый этап. Представляете, первый этап — это не просто благоустройство, это благоустройство не под открытым небом, а это как раз благоустройство круглогодичного павильона. То есть объект будет построен, в котором будут внедрены спортивные и детские площадки, в том числе воркауты какие-то, либо связанные со встречами жителей. И, соответственно, для нас, конечно, это такая новая история, которая уже начинает реализацию в ТИКСе, тоже в рамках реализации мастер-плана. Все это ожидают, даже Мишустин на всероссийском конкурсе отметил вот как раз вот эту идею о том, что территории Севера Арктики действительно могут работать круглогодично. Ну, получать такую оценку на самом деле очень приятно, значит, работа проделана не зря. А что дальше? Когда все вот проекты победителей будут реализованы? Ну, в этом году у нас реализуется 7 уже проектов. В Нижнем Бестяхе, например, мы уже в этом году ждем, там остался павильон строительства. А в Амге, в Тамоте,
Также у нас в Алекминске практически в прошлом году они завершили само благоустройство, но сейчас строят павильон небольшой для предпринимателей. Это тоже очень важно, потому что общественное пространство зачастую объединяет не только жителей, но и, конечно же, бизнес, потому что это такая территория развития, где можно непосредственно как-то раскрыться и посмотреть, как ты работаешь вот в целом. Ну, это и, конечно, и про эксплуатацию. Поэтому, а так, если говорить о наших победителях, то начало реализации будет уже в 2027 году, реализуем мы в 2 года. Мы, конечно, сейчас работаем с Министерством строительства Российской Федерации, просим, чтобы для арктических территорий дали все-таки 3 года, потому что логистика сложная, мы это уже видим по ТИКСе, у нас тоже реализация, видим определенные риски, и, конечно, бы хотелось, чтобы нам больше времени давали для этого. Но в целом, я думаю, что мы успеем. Ну да, хочется пожелать успехов в реализации этого проекта. И у нас же есть еще премия Даль-Арх, куда до сих пор идет прием заявок. Да, заявки принимаются до 11 сентября. Тоже на многих площадках уже отмечено, что это первая национальная дальневосточная архитектурная премия. И неудивительно, что это в Якутии происходит, потому что у нас очень хороший опыт по республиканской премии ЭйГЕК. Как раз отмечаем, мы 1 раз в 2 года проводим. И вот при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока как раз вот мы хотим и реализовать такой проект. Хочу очень особенность отметить вот этой премии. Это не просто архитектурная премия, это больше, наверное, про развитие, про влияние архитекторов, вообще сообщества профессиональных архитекторов на развитие территории Дальнего Востока. Потому что зачастую их работа не видна, потому что мы отчитываемся квадратными метрами, мы отчитываемся количеством социальных объектов, но забываем о том, что это за объекты, какие функционалы они имеют, как вообще они выглядят и в целом, как они воспринимаются в среде. И вот то, что эмоционально воспринимает человек, это как раз про то, как влияет архитектурное сообщество в целом на социальную обстановку вообще в целом Дальнего Востока и нашей страны. Поэтому Даль-Арх — это про командную работу, это про работу архитектурных сообществ, это про подрядчиков, про застройщиков, заказчиков, команд муниципальных, органов государственной власти. В целом это про развитие Дальнего Востока. Поэтому мы ждем заявки. Заявки уже идут там, от многих регионов, и в том числе от архитектурных бюро нашей страны. Это же 25 мастер-планов, которые утверждены президентом и на сегодня уже реализуются, и мы как раз хотим подвести итоги. Так что вот заявки принимаем и ждем. Хорошо. Любовь Александровна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Так много всего интересного рассказали. Удачи в реализации проектов, которые предстоит осуществить. И приходите к нам еще обязательно. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.